Нужно отметить, что новые члены Кабинета министров – это люди, которые уже успели зарекомендовать себя как специалисты своего дела. Но все они, конечно же, не идеальны. Каждому из них в свое время попадало как от парламентариев, так и от активных членов общества. И тем не менее правительство Абылгазиева решило сделать ставку именно на эти кадры. Ведь, с одной стороны, новоявленным чиновникам нынешняя ситуация в стране не чужда. И каждый, зная о насущных проблемах, государство, возможно, начнет решать их так, как это следует делать. Начавшее с присяги новых членов правительства заседание Жогорку Кенеша вынесло на обсуждение многие вопросы, с которыми к народным избранникам обратился президент страны Сооронбай Жээнбеков. Особо была отмечена судебная реформа, где отбор кандидатов, по словам главы государства, до сих пор не на должном уровне. Перед началом реформ я обращался к судебному корпусу, и на мой вопрос о том, что необходимо для обеспечения успеха реформ, они отвечали: политическая воля и денежные средства. Политическая воля у меня есть, а из бюджета выделяется достаточно денежных средств. Но, как показывает практика, достаточного финансирования и политической воли мало для достижения успеха реформ. Важны также и нравственные ориентиры, жизненные ценности самих судей. Очевидно, что без внутреннего очищения самих служителей Фемиды добиться очищения судебной системы невозможно. Поднимая тему предстоящих выборов, глава государства отметил, что политические партии не готовы к преодолению 9% избирательного порога. Причина в том, что избирательное законодательство было изменено за год до намеченного плебисцита. Таким образом, правила еще не определены. А потому президент напомнил, что порог 7% все же испытанный путь. Вдобавок Сооронбай Жээнбеков отметил, что не собирается патронировать какую-либо из политорганизаций, аргументируя это тем, что ко всем им у него одинаковый подход. Касаясь вопроса цифровизации, президент признал, что наша страна значительно отстает в этом направлении. И тем не менее, глава государства пообещал, что эти стандарты будут внедрены во все отрасли. Ведь только так можно исключить человеческий фактор и тем самым снизить уровень коррупции, заметил он. Зато есть серьезные подвижки в части внешней политики. Например, Сооронбай Жээнбеков, делясь планами на будущее, рассказал, что в ближайшее время Кыргызстан и Евросоюз готовятся подписать соглашение о расширенном сотрудничестве. Параллельно активно продвигается работа по партнерскому соглашению с США, с Японией, а также странами арабского мира. Мы приняли новую концепцию внешней политики, нацеленную на соблюдение государственных интересов. Впервые за 12 лет я провел встречу с нашими послами за рубежом и дал им конкретные поручения: улучшить работу по защите прав наших граждан, оказывать им помощь и поддержку. Внедрение проекта «Безопасный город», количество ДТП на местах, установление систем видеонаблюдения снижено практически на 50%. Кроме того, в прошлом году на конференции по электронному управлению, состоявшейся в Эстонии, Кыргызстан из 130 стран был удостоен награды за успешное внедрение системы Түндүк. Данное обстоятельство свидетельствует, что мы на верном пути по внедрению цифровизации, сказал Сооронбай Жээнбеков.